Ровно кони бегут, их в порядке убор, лук в слоновой кости, из кожи тюленя колчан. Как же нам, что ни день, не сбираться в дозор? Гуннов с севера крепнет напор. Поэт Сяо Я. В третьем тысячелетии до Рождества Христова, когда фараон Джосер построил первую в Египте пирамиду, на границе древнего Китая появились варварские племена хуннов и динлинов. Историк II века до нашей эры Сыма Цянь, прозванный отцом китайской истории, писал: «Могущие владеть луком все поступают в латную конницу. Каждый занимается воинскими упражнениями, чтобы производить набеги. Молодых и сильных уважают, устаревших и слабых мало почитают». Император династии Ся немедленно выступил против воинственных соседей в поход. Китайцев неприятно поразила внешность пришельцев. Вот что писали китайские хроники о тюркских племенах, потомках гуннов и динлинов. Кыргызы телом все высокие и велики, с красными волосами, зелеными глазами. Усунцы обликом весьма отличны от других иностранцев западного края. Ныне тюрки с голубыми глазами и рыжими бородами – суть их потомки. По мнению китайцев, они были похожи на обезьян. Расовый тип гуннов также был отличным от китайского. В китайских хрониках часто упоминаются хунские князья, имевшие стеклянные глаза, то есть глаза зеленого или голубого цвета. Их отличали высокие орлиные носы. Когда в 350 году в Китае началось восстание против гуннов, то, как сообщает хроника, погибло по ошибке много китайцев с возвышенными носами. Откуда пришли хуны и динлины, до сих пор остается тайной. Динлины являются предками древних тюркских народов – кипчаков, кыргызов, уйгуров, агузов и башкир. Динлин – это китайская передача названия Теле. Мало чем напоминают своих предков. И в этом мы видим наглядный урок истории о том, что расовый тип народов – субстанция, постоянно дрейфующая. Кто может сегодня сказать, какими станут россияне через 1000 лет, с учетом сегодняшних геополитических и демографических реалий? Монголоидами, негроидами или смесью всех рас? Более или менее постоянной категорией является язык и культура. Тюркские народы, потеряв в процессе этнических контактов свой первоначальный физический тип, все же сохранили язык, культуру и традиции. Около 1200 года до Рождества Христова, когда греки-ахейцы штурмовали Трою, а Моисей вел евреев по пустыне Синая, хуны на просторах современной Монголии и Забайкалья создают свое царство. Вскоре их натиск на Китай настолько окреп, что это нашло отражение в воде поэта IX века до нашей эры Сяо Я, современника Гомера и библейских пророков. В свирепом напоре кидаются гуннов отряды. И нам торопиться навстречу кочевникам надо. Так царь свое войско в далекий поход высылает, чтоб в царстве его укрепились и мир, и порядок. К III веку до нашей эры спорадические набеги хуннов превращаются в систематические походы, с которыми китайские генералы не могли уже ничего поделать. Тогда император Цинши Хуанди решил вопрос кардинально. Он приказал построить крепостную стену вдоль всей северной границы. Стена длиной в 4000 километров ценой истощения всех ресурсов страны была построена, но толку от нее было мало, так как хуны все равно проникали внутрь Китая, и пограничные войска, как и прежде, вступали в горячие схватки с кочевниками, воспетые великим китайским поэтом Либо. Мчатся кони, быстрые, как ветер. Мы несемся, сотни храбрецов, с родиной прощаясь в лунном свете, чтоб сразить небесных гордецов. Китайская стена, как памятник фантастической нецелесообразности, стоит и по сей день, поражая всех своими циклопическими размерами.
Рожденный небом и землей, поставленный солнцем и луною, хунский великий Шаньюй почтительно вопрошает: «Сыма Тянь. Исторические записки». Как звучало его имя на самом деле, не знает никто. Отец китайской истории Сыма Цянь выразил его двумя иероглифами – «мо» и «дэ». В таком звучании он и вошел в историю. В конце XIX века синологи авторитетно предположили, что названные китайские знаки отражают тюркское слово «богатур», то есть «богатырь». За неимением лучшей этимологии будем довольствоваться тем, что имеем. В конце III века до Рождества Христова во главе хунов стоял слабый князь Туман. С запада к ним примыкала сильная держава восточных арийцев – тахаров. По-китайски Юэджи, с востока – предки монголов, по-китайски Дунху. По требованию первых хунский князь отдал им в заложники своего нелюбимого сына от старшей жены Богатура. Сыма Тянь рассказывает: Туман хотел устранить старшего сына, а на престол возвести младшего, почему отправил Маде в Юэджи заложником. Как скоро Маде прибыл в Юэджи, Туман тотчас произвел нападение на Юэджи. Юэджи хотели убить Маде, но Маде выкрал аргамака и ускакал домой. Туман счел его удальцом и отделил ему в управление 10 тысяч конницы. Но Маде, то есть Богатур, не обманывался благоволением отца, ибо уяснил, как мало он дорожит его жизнью. И тогда Богатур стал готовить дворцовый переворот, ставший переворотом в истории всей Азии. Не теряя времени, он дисциплинирует свое потешное войско. Самое главное – неукоснительность следования его приказам, пусть даже жестоким. Приказав стрелять только вслед за своей свистящей стрелой, он выстрелил в своего аргамака. Кто мог предположить тогда, как много значит этот выстрел? Сыма Тянь рассказывает: Маде сделал свистунку и начал упражнять своих людей в конном стрелянии из лука с таким приказом: всем, кто пустит стрелу не туда, куда свистунка полетит, отрубит голову. Маде сам пустил свистунку в своего аргамака. Некоторые из приближенных не смели стрелять, и Маде, немедленно не стрелявшим в аргамака, отрубил головы. Спустя несколько времени Маде опять сам пустил свистунку в любимую жену свою. Некоторые из приближенных ужаснулись и не смели стрелять. Маде и сим отрубил головы. Следуя за отцом своим Туманом на охоту, он пустил свистунку в Тумана. В 209 году до Рождества Христова Богатур провозгласил себя правителем хунов. Создав боеспособное войско, он в течение нескольких лет покорил племена Дунху, предков монголов, динлинов и кыргызов, а затем напал на государство тахаров и разгромил его. В 200 году до Рождества Христова хуны вторглись в пределы Китая. Навстречу им выступил император династии Хань Гао Цзу во главе 320-тысячной армии. Богатур окружил китайцев, и те капитулировали. Повелитель Поднебесный подписал договор мира и родства. Согласно договору, китайский двор обязывался выплачивать ежегодную дань, выдавать китайских принцесс за хунских князей и признавать державу хунов равной с Китаем империи. Отныне Богатур становился императором, так как Гао Цзу был принужден официально называть Богатура братом. Это был беспримерный успех. До сих пор ни один из варварских царей и не мечтал равняться с китайским императором. Богатур нарекся пышным титулом. Рожденный небом и землей, поставленный солнцем и луной, хунский великий Шаньюй. Ну а дальше потянулись годы упоения своим могуществом. Стареющий Богатур, видимо от скуки, заводит странную переписку со вдовой своего данника Гао Цзу, предлагая выйти за себя замуж. Приданным невесты, естественно, должен был стать весь Китай. «Вы, государыня, сидите одна на престоле», – писал Богатур вдовствующей императрице. «И я, одинокий, не имею никого рядом. Обоим нам скучно.
Хотелось бы променять то, что имею, на то, что не имею. Гао Хэо пришла в сильный гнев. Она полагала казнить посланника и объявить войну хунам. Но Гибу сказал: кочевые иноземцы подобны зверям. Их добрым словам не нужно восхищаться, их обидным словам не следует огорчаться. «Хорошо», — сказала Гао Хэо и приказала написать письмо Маде. «Государь не забыл меня, возглавляющую бедное владение, и удостоил письмом. Я стара годами, моя душа одряхлела, волосы и зубы выпали, походка утратила твердость. Вы, государь, неверно слышали обо мне, вам не следует марать себя. Я, стоящая во главе бедной страны, не виновата и должна быть прощена за отказ». Понятно, что истинным мотивом, заставившим молодую вдову притворяться старухой, было нескромное желание богатура присоединить к своим владениям целый Китай. Но богатуру и этого было достаточно. Вдовствующая императрица называет Срединную империю бедным владением, а сама просит у него прощения. Никогда в своей истории китайские владыки так не унижались перед северными варварами. Достигнув небывалого величия, император хуннов умер в 174 году до Рождества Христова. Преемники богатура продолжали завоевательную политику. Они совершали походы в Китай, покорили на западе царства Юшин и Кангар. Хунская держава теперь тянулась от Желтого моря до Аральского. Китайские интеллигенты тяжело переносили подчинение их страны хунам и в бессильной злобе мелко мстили им. Для написания их этнонимы использовали иероглифы «хун» и «ну», что означало «злой раб». Но китайская поэзия окрестила их небесными гордецами и воспела их военный гений. Поэт Либо посвятил этому немало ярких строк. Мы не забыли прошлогодний бой, бой, отгремевший за Саньгань рекой. А ныне снова в бой ушли полки, чтоб драться в русле высохшей реки. Для гуннов бой, как пахарю пахать. Белеют кости на полях опять. Всю ночь сигнальные огни горят, и за отрядом в бой идет отряд. Но, как и раньше, кончен ратный труд. И кони, сбросив мертвецов, бегут. И коршуны пируют день и ночь. И никого, чтобы прогнать их прочь. В свое время Лев Гумилев задался сакраментальным вопросом, почему китайцы не проникли в Европу, и сам же на него ответил, воскликнув: «Какое счастье, если подумать, что китайцы не добрались до Европы на рубеже нашей эры, а ведь могли, если бы их не задержали хунны, главный противник империи Хань. Хунны, тюрки, а позже монголы остановили агрессию Китая на запад, и в этом заслуга степных народов перед человечеством. В самом деле, хунская держава более 300 лет сдерживала Китай, но в конце концов развалилась на две части – южную и северную, враждебные друг другу. Но не китайское оружие сломило хуннов. После громких побед над Китаем гунны стали получать в виде дани баснословное количество материальных благ. Но всякая дармовщина действует разлагающе. В те времена шелк был предметом роскоши. В Римскую империю он поступал из Китая, пройдя тысячи километров по Великому шелковому пути. Рим тратил тонны золота на прихоти богатых гетер и патрицианок. Хунны получали шелк бесплатно. Таким же образом в виде дани поступали зерно, рис, мука. Экономика хунской державы была подсажена на иглу китайского импорта. Сначала у хуннов пришло в упадок земледелие, так как не выдержало конкуренции с дешевой продукцией сельского хозяйства Китая. А затем пришли в упадок ремесла и металлургия. Экономическая зависимость привела к зависимости политической и культурной. Часть хуннов решила покориться Китаю, но другая часть предпочла дикую волю. Против них были брошены войска. Война была неравной. Хуннов ловили и истребляли как диких зверей. И тогда непримиримые северные хунны двинулись в свой легендарный западный поход. Вот весь Восток задрожал при внезапно разнесшихся вестях.
что от крайних пределов Меотиды вырвались раи гуннов, которые летали туда и сюда на быстрых конях, все наполняя резней и ужасом. Евсевий Иероним. Церковная история. В год, когда родился Иисус Христос, весь Старый Свет был поделен между несколькими державами. На западе Евразии владычествовала Римская империя, на востоке Китайская империя Хань. Севернее Китая, от Тихого океана до Алтая, лежала империя Хунну. Индия находилась под властью Кушанского царства. В Иране правила Парфянская династия, а евразийские степи от Алтая до Дуная условно объединялись под названием Туран. Индию, Иран и Туран населяли близкородственные арийские племена. Сначала хунны сокрушили державы кочевых арийских племен, царства Тахар, затем Уйшин и Кангар. Впереди лежал последний бастион арийского Турана – Алания. Во II веке от Рождества Христова с территории Скандинавии явились германцы и создали Остготское королевство, простиравшееся от берегов Балтики до побережья Крыма. Такова была карта мира перед вторым актом хунской эпопеи. Оторвавшись от погони, северные хунны на 200 лет исчезли с поля зрения современников. Они укрылись на просторах Сибири, Поволжья и Южного Урала. Посол Франции ко двору монголов Вильгельм де Рубрук впоследствии писал: «Из этой земли паскотир, то есть Башкирии, вышли гунны, а впоследствии венгры, а это, собственно, и есть Великая Венгрия». На просторах Южного Урала и Поволжья небольшая группа хуннов набирала силу, готовясь к новым походам. Матерями нового поколения хуннов были женщины арийских и угорских племен, ведь, уходя от китайской погони, воины лишились почти всех своих женщин. В 360 году от Рождества Христова гунны обрушились на Аланию. Началась тяжелая война, длившаяся 10 лет. Аланские всадники в чешуйчатой броне с длинными копьями на цепях, прикрепленных к шее боевого коня, представляли собой грозный род тяжелой кавалерии, сметавший все на своем пути, даже римские легионы. Готский историк VI века Иордан пишет: «Аланов, хотя и равных им в бою, но отличных от них общечеловечностью, образом жизни и наружным видом, подчинили себе, обессилев частыми стычками». Гунны ростом невелики, но быстры проворством своих движений и чрезвычайно склонны к верховой езде. Они широки в плечах, ловки в стрельбе из лука и всегда горделиво выпрямлены благодаря крепости шеи. При человеческом обличии живут они в звериной дикости. Когда с Аланией было покончено, гунны вышли на Таманский полуостров, завоевали города Боспорского царства и остановились. Путь на запад им был незнаком. Перед ними была Меотида, то есть Азовское море. Его можно было обогнуть с севера, но гунны этого не знали и не предполагали, что всего в нескольких километрах по ту сторону Керченского пролива в Крыму расположено королевство Остготов. Церковный историк V века Созамен пишет, что однажды преследуемый оводом бык перешел через озеро, и за ним последовал гунский пастух. Увидев противоположную землю, он сообщил о ней соплеменникам. Другой автор V века Зосима поясняет: «Я нашел такое свидетельство, что Киммерийский Боспор, то есть Керченский пролив, занесенный илом из Танаида, дал им, гуннам, возможность перейти сухим путем из Азии в Европу. Таким образом, гунны, следуя за быком, перешли вброд Керченский пролив и нашли дорогу далее на запад». Упоминание в сказаниях хуннов, а также мотив обретения родины посредством быка, ведомого божеством, все это говорит в пользу гунского происхождения сказания Конгур-Буга. Ведомые чудесным быком, гунны переправились в Крымский полуостров и обрушили свою ярость на готов. Иордан рассказывает: Германарих, король готов, хотя, как мы сообщили выше, и был победителем многих племен, призадумался, однако,
с приходом гуннов. Баламбер, король гуннов, двинулся войной на ту часть готов, которую составляли остроготы. Между тем Германарих, престарелый и одряхлевший, страдал от раны и, не перенеся гунских набегов, скончался на 110-м году жизни. Иордан единственный, кто оставил нам обстоятельства войны с аланами. И имя вождя гуннов Баламбера или Баламира, Булумера, существуют разные прочтения имени. Удивительно, но этого Баламбера упоминают башкирские источники. Шежере, опубликованный в начале 20 века журналом «Башкирский аймак», утверждает: башкирский народ произошел от многих предков. Часть башкир связывают себя с турками, другие с хунами, третьи с Аланжа-ханом, Агус-ханом, а также с уйгурским Куль-Тигином. Башкирский род Минг связывают себя с ханом хунов Баламиром. Римский историк IV века Амиан Марцелин одним из первых засвидетельствовал появление на границах империи неведомого народа. День и ночь они проводят на коне, занимаются куплей и продажей, едят и пьют, и, склонившись на крутую шею коня, засыпают и даже видят сны. Когда приходится им совещаться о серьезных делах, то и совещания они ведут, сидя на конях. Члены тела у них мускулистые, шеи толстые, они имеют чудовищный и страшный вид, так что их можно принять за двуногих зверей. При столь диком безобразии человеческого облика они так закалены, что не нуждаются ни в огне, ни в приспособленной ко вкусу человека пище. Сокрушив аланов, готов и антов, гунны вышли к границам Римской империи. Другая часть гуннов, прорвавшись через Кавказские ворота, совершила опустошительный поход на ее восточные провинции. Так называемые белые гунны, эфталиты, вторгаются в Иран. Затем белые гунны под предводительством Тарамана и Михиракулы покорили Индию. Несколько ранее описываемых событий южные хуны, оставшиеся в Китае, подняли восстание и захватили весь Северный Китай, основав там свою империю Северная Хань. Казалось, весь мир пал к ногам дикого гуна. До покорения всего мира оставался последний шаг. Оставалось сокрушить Рим. Был он мужем, рожденным на свет для потрясения народов, ужасом всех стран, который, неведомо по какому жребию, наводил на всех трепет, широко известный повсюду страшными о нем представлениями. Иордан. О происхождении и деяниях гетов. Вторжение гуннов вызвало страшный переполох среди готов, которые, бросившись к границам Римской империи, только усилили смятение среди варварских германских племен. Их хаотическое движение получило название «Великого переселения народов». Рим уже едва справлялся с давлением этого потока. Но вот в 445 году королем гуннов был избран Аттила, опустивший занавес последнего акта римской истории. Сам Сатурн, он же Кронос, бог всепожирающего времени, с косой в руках пришел сказать Риму, что его дни сочтены. Вскоре его держава объединила громадные пространства земли от Волги до Рейна и от Балтийского моря до Дуная. Будучи искусным дипломатом, он использовал любой предлог для возвеличивания статуса своей державы до уровня Римской империи. Римская империя была разделена на две части – восточную и западную. В 447 году Аттила, прикрываясь формальным поводом о выдаче ему гунских перебежчиков, двинул свою армию на Константинополь. В нескольких сражениях римские войска были разбиты. Восточный римский император Феодосий II капитулировал, обязался платить огромную дань и согласился на аннексию земель империи южнее Дуная. Амиан Марцелин рассказывает: иной раз, будучи чем-нибудь обижены, они вступают в битву.
В бой они бросаются, построившись клином, и издают при этом грозный, завывающий крик. Легкие и подвижные, они специально рассеиваются и, не выстраиваясь в боевую линию, нападают то там, то здесь, производя страшное убийство. Они заслуживают того, чтобы признать их отменными воителями, потому что издали ведут бой стрелами, а сойдясь в рукопашную с неприятелем, бьются с беззаветной отвагой мечами. После победы над Восточной Римской империей настал черед Западно-Римской империи. Поводом для нападения стала сестра западно-римского императора Валентиана III Гонория. Пытаясь освободиться от опеки брата, взбалмошная принцесса написала Аттиле письмо, в котором изъявила желание выйти за него замуж. Валентиан, естественно, не мог на это пойти, ведь в качестве приданого Гонория пообещала половину империи и заточил сестру в монастырь. Гунскому императору этого только было и нужно. Он собрал армию и двинулся освобождать принцессу, но почему-то не в Италию, а в Галлию. В 451 году на Каталаунском поле на территории современной Франции гунны встретились с римской армией под командой полководца Аэция, последнего доблестного римлянина. Перед битвой Аттила произнес речь. «После побед над таким множеством племен, после того, как весь мир, если вы устоите, покорен, я считаю бесполезным побуждать вас словами, как несмыслящих, в чем дело. Что же иное привычно вам, кроме войны? Что храбрецу слаще стремление платить врагу своей же рукой? Насыщать дух мщением – это великий дар природы. И я первый пущу стрелу во врага. Кто может пребывать в покое, если Аттила сражается, тот уже похоронен». Началась кровопролитная битва, какой еще не видел тогдашний мир, за что она и получила название «Битвы народов». С обеих сторон было по 200 тысяч человек, но победа не досталась никому. Аттила отступил, а Эций его не преследовал. Иордан рассказывает. Римляне решили, что победа на их стороне, а зная, что Аттила станет избегать войны лишь в том случае, если действительно будет уязвлен тяжелым поражением. Однако он не делал ничего такого, что соответствовало бы повержению в прах и униженности. Наоборот, он брецал оружием, трубил в трубы, угрожал набегом. Он был подобен льву, прижатому охотничьими копьями к пещере и мечущимся у входа в нее. Уже не смея подняться на задние лапы, он все-таки не перестает ужасать окрестности своим ревом. На следующий год Аттила вторгся в Италию. Разрушил неприступную до той поры крепость Аквилею. Затем одна за другой пали Мантуя, Верона, Милан, Бергамо. Впереди лежал вечный город Рим. Но тут случилось небывалое в истории. Завоеватель добровольно отказался от упавшей к его ногам добычи. Аттила остановился на подступах к вечному городу. Собрался сенат, затем состоялся общий сбор граждан Рима, на котором было решено послать гуннам папу римского Леона I, известного в истории церкви как Леон Великий или Святой. Состоялась встреча. Никогда не будет известно, о чем говорили Аттила, самый могущественный государь того времени, и наместник Бога на земле, папа римский. Аттила лишь сказал, что для него было большой честью принимать самого мудрого человека в мире. На следующий день Аттила отдал приказ об отводе своих войск из Италии. Тем не менее, император Валентиан III признал себя данником Аттилы, который достиг апогея своего могущества. Могущества, о котором не мог и мечтать ни один из монархов, живших до него. При жизни Аттила не сомневался в том, что является орудием Божьей кары. Когда гунны подошли к французскому городу Труа, им навстречу вышел епископ святой Луб и спросил их предводителя: «Кто ты?» На что получил ответ: «Я Аттила, бич гнева Божьего». Тут Луб, взяв коня его за узду, вел Аттилу с войском в город, сказав: «Добро пожаловать, бич гнева Божьего». Аттила пощадил город. В следующий раз он также благосклонно отнесся к просьбе папы римского Леона I пощадить Рим.
Средневековый автор Матвей Миховский в своем трактате о двух Сарматиях рассказывает, что воины Аттилы после этих случаев говорили, что Аттила никого не боится, кроме двух животных – волка и льва, намекая на двух епископов, ради которых он пощадил народ. Дело в том, что луп на латыни значит «волк», а леон – «лев». Итак, только священнослужители высокой степени нравственности имели на него влияние, а сами они называли Аттилу орудием Божьей кары, бичом Божьим или молотом Вселенной. Средневековые европейские художники придавали портрету Аттилы черты фавна, но Иордан дает ему иное описание. Он был горделив поступью, метал взоры туда и сюда и самими телодвижениями обнаруживал высоко вознесенное свое могущество. Любитель войны, сам он был умерен на руку, очень силен здравомыслием, доступен просящим и милостив к тем, кому однажды доверился. Западно-Римская империя, до основания потрясенная нашествием гуннов, вскоре пала. Гунны во главе с Аттилой оставили о себе память почти эпическую. Короля гуннов Эцеля знает германская сага о Нибелунгах, а исландские сказания о канунге хуннов Атли викинги пели даже в далекой Гренландии. Короли Венгрии и цари Болгарии считали себя потомками хана Аттилы. Гунны совершили небывалый в истории поход, пройдя с боями от Тихого океана до Атлантического. В VI-XI веках по пути гуннов пойдут другие обитатели треугольника Сатурна – тюрки. В XIII – монголы, а затем сельджуки и турки-османы. Их нашествия изменили ход истории и сам лик земли. Через год после своего итальянского похода Аттила скончался. Смерть его связывают с его последней женитьбой на бургундской красавице Ильдико. Согласно германской версии саги о Нибелунгах, именно она убила во время брачной ночи всемогущего повелителя Европы в отместку за страдания своего народа. Но есть больше оснований доверять версии историка Иордана, писавшего свой труд по свежим следам эпохи Аттилы. Судя по рассказу, император гуннов умер во время брачной ночи от кровоизлияния. По свидетельству многих авторов, у него часто шла кровь носом. Иордан рассказывает. Среди степей в шелковом шатре поместили труп его. Отборнейшие всадники всего гунского племени объезжали кругом. При этом они в погребальных песнопениях так поминали его подвиги. «Великий король гуннов Аттила, ты, который с неслыханным дотоле могуществом овладел скифским и германским царствами, поверг в ужас обе империи римского мира и принял от них ежегодную дань, и со счастливым исходом, совершив все это, скончался не от вражеской раны, не от коварства своих, но в радости и веселье без чувства боли. Кто же примет это за кончину, когда никто не почитает ее подлежащей отмщению? Ночью тайно труп предают земле, накрепко заключив его в 3 гроба – золотой, серебряный, железный. Затем гунны запрудили реку Тису, на дне обнажившегося русла гроб закопали, а затем пустили в воду. И река навсегда покрыла могилу легендарного потрясателя Вселенной. После смерти Аттилы его держава развалилась на части. Гунны, составлявшие абсолютное меньшинство в своей державе, были вынуждены покинуть Европу и откатиться назад, в степи Причерноморья, Северного Кавказа, Поволжья и Урала. Амиан Марцелин рассказывает. Они кочуют по горам и лесам, с колыбели приучены переносить холод, голод и жажду. Никто из них не может ответить на вопрос, где он родился, зачат он в одном месте, рожден вдали оттуда, вырос еще дальше. Куда занесла судьба гуннов далее и остались ли у них потомки?
Исторические источники называют имя гуннов почти одинаково. Хунну по-китайски, Унной по-гречески, на латыни Хунни или Унни, Унгут по-монгольски. Башкирский вариант этого этнонима звучит как Унлар. Разрушение и созидание идут рука об руку. Не поэтому ли наше ожидание Спасителя в той же степени трепетно, как тягостно ожидание бича Божьего? Это ожидание вечно во веки веков. Через тысячи лет оно будет не менее напряженным, чем в стихах Валерия Брюсова. Где вы, грядущие гунны, что тучей нависли над миром? Слышу ваш топот чугунный по еще не открытым помирам. На нас ордой опьянелой рухните с темных становий, оживить одряхлевшее тело волной пылающей крови.